Черные клубы дыма, пламя, охватившее дом заревом, отдается на всю округу. За считанные секунды огонь пожирает все. Эта картина предстала перед жителями Нестеровского. Сгорел частный дом. О вчерашнем происшествии сейчас напоминает дым и копоть. Огонь быстро перекинулся на остальные жилые постройки. На втором этаже почти достроенного дома вместо пола куча пепла. От крыши осталась лишь металлическая черепица. Первыми на помощь погорельцам прибежали соседи. Не пожарницы, не дико заирцы. Иногда долго ждал, думает, я Первым загорелся сарай, который был забит сеном. Пламя быстро перекинулось на соседние две постройки. К этому моменту за тушение огня взялись уже пожарные. По прибытию было установлено, что горит нежилой дом и сарай, примыкающий к нему, и часть летней кухни, как мы наблюдаем. На место выжило, ввиду большой сложности пожара, выехало 4 машины. Через 10 минут первые машины были уже на месте. Через где-то час пожар был локализован, а затем силами пожарных был ликвидирован. В результате пожара жертв и пострадавших не было, соответственно, пожар был локализован. Главное, не было допущено перекидывание огня на соседский дом, который расположен поблизости. На тушение пожара ушло 40 тонн воды. Местами пламя до сих пор просачивается через обугленные дощечки и пачки сена. Над сараем тянулся алюминиевый электропровод. Причину пожара установили сразу же. Здесь живут два брата с семьями, всего 15 человек. Во дворе 3 пристройки. Это двухэтажный и 2 старых небольших дома. Огонь не щадя уничтожил половину крыши старого помещения. Сгорели ванная комната с кухней. Огонь не добрался только до дальней пристройки. Это пример человеческой халатности. Хозяин уже подсчитал понесенный ущерб около 2 миллионов рублей. Это в регионе не единичные случаи. Многие жители подвергают себя опасности, не соблюдая элементарных правил пожарной безопасности. В этом году, допустим, на этот период, на сегодняшнее число, отделом надзорной деятельности по городу Сунжа, городу Хаблак, Сунжа, Джайрасскому району зафиксировано 144 выезда пожарно-спасательных частей. Из них пожаров у нас произошло 94. Основными причинами пожара являются как замыкание электропроводки, детские шалости, неосторожное обращение с огнем или иным источником повышенной опасности, и также нарушение правил пользования отопительными приборами. Но это, как правило, в начале отопительного сезона, где-то в ноябре-декабре бывает. Вот эти 4 причины, они у нас являются доминирующими причинами. По всей республике сейчас проводятся проверки эксплуатации электро- и газового оборудования. Глава республики перед стартом отопительного сезона дал поручение проводить рейды по всем населенным пунктам. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Ахмед Гандаров. Новости 24.